О, мич аябай эле кар, тайгалак жестко. ДТП көп, тоголонуп кеткендер андан көп. Не секрет, что с такой ситуацией часто сталкиваются водители в областях страны. Сильный снегопад, выпавший на перевалах – это проверка работоспособности Департамента дорожного хозяйства. Водители, которые едут из Аша в Бишкек, жалуются, что дороги не расчищают от снега вовремя. Өтмөктөн бери таза жол суу самырдын ичи менен төө ашууну эч качан карабайт. Bir КамАЗ туруп калыптыр. Bir КамАЗ туруп калгандан кийин туруп калдык да. Ал КамАЗды алгычак уже үстүдөн ылдыйдан машиналар барып жолду тосуп койду. Техникалар туруп калып атат, айрыкча баягы чоң оор жүк ташыган машиналар. На самом деле нестабильность погоды очень утомляет и самих водителей, и пассажиров, отправившихся в дальний путь. Во время солнечной погоды снег тает и на дорогах образуются гололедицы, из-за чего и пробки. Если бы вовремя расчищали дороги, то таких проблем бы и не было. Конечно, именно Департамент автомобильных дорог виноват в пробках на дороге Ош-Бишкек и в том, что дорогу не убирают в непогоду. Министерство транспорта, безусловно, должно обратить внимание на эту проблему. Таких жалоб и недовольств, как в этом году, еще не было. Однако Департамент дорожного хозяйства с этим не согласен. По словам сотрудника департамента Акылбека Мусабаева, причиной возникновения пробок являются сами водители. По его словам, в ведомстве сейчас ведется работа по решению данной проблемы. Еще из-за халатности водителей нам не удалось быстро устранить пробку, потому что дорога из Бишкека была перекрыта на противоположной стороне дороги к туннелю. Наши спецтехники с песком не смогли проехать из-за того, что была большая пробка с 4 до 10. Несмотря на это, мы стояли в пробке и потом в конце уже смогли провести. Хотя Департамент дорожного хозяйства принес свои извинения, МЧС опубликовала прогнозы погоды и предупредила о снегопадах и скользких участках. Несмотря на эти сообщения, правительство до сих пор работает плохо. Все зависит от самого директора департамента, который сейчас до сих пор лечится, говорят эксперты. Он лежал в больнице. Сейчас у него 2 зама. Мне кажется, что один из них сейчас ИО. Думаю, что правительство должно поставить на эту должность кого-нибудь другого. Госслужащих интересует не развитие страны, а свои личные интересы, разводят руками специалисты. С назначением нового министра транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций ничего не изменилось. Работа простаивает. Окшогон негизги стратегиялык жолдогу ашууларда биздин жүргүнчүлөр, айдоочулар аябай чоң тоскоолдуктарга, кыйынчылыктарга дуушар болду да. Бунун негизги кесепети ушул транспорт министрлигинин кайдыгерлигинен болуп атат да. Себеп дегенде ошол бизде алдын ала аба ырайыны айтып атат. Ушул күндөрү кар жаайт, ушул күндөрү жолдор тайгак болот деген билдирүүлөргө карабай, булар кайдыгер болуп, ошону өз убагында тазалабай, карды өз убагында кум чачпай, анан ошолдой шалакылыктан улам ушундай ондогон километр, ондогон чакырым пробкалар, тыгындар болду да. Мына ушуга негизги күнөөкөр ушул транспорт министрлиги, анын башында турган жанагы жаңы министр Гүлмира Айым да. Ал министрибиз мен угушума караганда ушу келгенде 1,5 ай болсо дагы ушу жол чарбасы, жол кыймылы, азыркы жолдордун абалы боюнча бир чоң жыйын да өткөрүптүр да. Сектору нужна реформа, необходимо начинать с кадров, потому как в министерстве работают отдельные сотрудники, которые вовсе далеки от отрасли, считают эксперты. Айжан Аманова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.